Давным-давно в одном туркменском ауле девушка полюбила бедного юношу. Родители были против их брака, и влюбленным пришлось бежать. Укрылись они в маленьком селении в предгорьях Капетдага, в самом центре Ахальского оазиса. С тех пор и стали этот аул называть Ашикабад, город любви. Современный Ашхабад – столица советского Туркменистана, самой южной республики. От маленького аула остались наследство городу суровый климат пустыни, повышенная сейсмичность подгорной долины и красивые названия. Город растет. Сегодня ашхабадцев без малого 400 тысяч. Со всех концов республики едут сюда молодые люди за знаниями, за профессией. Ученых-пустыневедов влечет к себе единственный в стране, да и во всем мире, институт пустынь Туркменской академии наук. Здесь находится правительство республики, Центральный комитет Компартии Туркменистана. Сколько же лет городу? Если судить по этой шелковице, 100. Дерево посажено в день закладки Ашхабада. Но в окрестностях можно встретить деревья, которым 200 лет, 300. Такие, как эта чинара. Люди жили в этих местах задолго до того, как аул Ашхабад превратился в город. Свидетельство тому – горка в самом центре. Здесь еще в III веке до нашей эры была небольшая крепость. По ее кирпичным мостовым маршировали воины Александра Македонского. Неподалеку развалины древней столицы Парфянского царства Нисы. Отсюда уходили войска парфян, чтобы сразиться с легионами Древнего Рима. Сюда, по свидетельству историков, была доставлена голова римского полководца Краса, разбитого парфянами. Во время раскопок найдено множество огромных кубков из слоновой кости, ритонов. Из них во время жертвоприношений жрецы лили вино на алтари многочисленных богов. Но, судя по находкам последних лет, самым распространенным был культ богини любви Венеры. Может, и название Ашхабад несет в себе отзвук этого древнего культа. История края полна загадок. Ну а с самим Ашхабадом все ясно. Как мы уже говорили, ему всего 100 лет. Отмечая юбилей, горожане посадили 100 чинар и построили рядом с ними 100 фонтанов. Секрет того, что люди всегда тянулись к этим местам, раскрывает география. С севера – Каракумы, с юга – горные кряжи. Вдоль них и тянулась узкая полоса плодородных земель, по которым шли бесчисленные караваны из Азии в Европу. Великий шелковый путь. По нему в свое время прошел Марко Поло, а в конце прошлого века двинулись в Среднюю Азию товары первых русских мануфактур. Можно сказать, что Ашхабад рожден дорогой. Железная дорога родила и пролетариат Туркмении, и первые рабочие династии. В наследство от караванных путей железной дороге осталась нехватка воды. Потому-то и были закуплены за границей, по указанию Ленина, первые в нашей стране тепловозы для Ашхабадского депо. И оно первым в мире полностью перешло на тепловозную тягу.
Сегодня в Ашхабадском депо самая распространенная фамилия Бердымурадов. Машинисты Бердымурадовы, слесарь Бердымурадов, заместитель начальника дороги тоже Бердымурадов. А вот садовников депо зовут Бердымурад Ага. Он-то и дал рабочей династии фамилию и проложил дорогу к профессиям своим детям и внукам. Хотя сам сумел едва владеть грамотой и всю жизнь имел дело с лопатой. Был дорожным рабочим. Удивительна судьба поколения, которому принадлежит Бердымурад Ага. В детстве многие его сверстники успели попотрачить на баев. По весне не раз ели люцерну вместо хлеба. В засушливые годы вокруг Ашхабада еще перед войной вымирали целые аулы. Стать рабочим значило выжить, и они уходили в город. И вот на их глазах, в краю, где испокон веков вода была дороже золота, и ее делили как хлеб по паям, появилась река. Чудо? Да, но сотворенное людьми. Один из них – Караш Иамутский. Летом 42-го Караш Николаевич с небольшим отрядом изыскателей по заданию правительства республики ушел в Пески прокладывать трассу самого длинного в мире канала. В 62-м построенный с помощью всей страны канал напоил Ашхабад амударьинской водой. Народ дал рукотворной реке имя Ленина. Ленинской премии был удостоен в числе других строителей канала и Караш Иамутский. Выросло поколение ашхабадцев, для которых и проблема воды, и проблема землетрясений – понятие отвлеченное. И это добрая примета нашего времени. Сегодня уже редко кто во время подземных толчков выбегает в панике на улицу. Почему же тогда, в 48-м, от Ашхабада осталось всего несколько зданий? Почему город рухнул, похоронив под обломками десятки тысяч жителей? Дело в том, что старый Ашхабад был глинобитным, хотя горы рядом и камня хватает. Но глина лучше хранит прохладу летом и бережет тепло зимой. Города в Туркмении всегда строили из глины. Так было в древности, так было и совсем недавно. Современный Ашхабад может спать спокойно. Его возводят по всем правилам сейсмостойкого строительства и с учетом достижений науки. Но в новых сейсмостойких домах плохо спится. Бетон накапливает за день тепло, и ночью духота мешает спать. Не помогают и кондиционеры. Милый серый цвет. Такими были первые здания, построенные еще в 20-е годы и пережившие 48-й. Но тут надо отдать должное архитекторам. Они сумели оживить бетон. Многое из найденного здесь вошло в арсенал мировой архитектуры. В 60-е годы для Ашхабада были периодом барельефов. Они украсили фасады зданий, внутренние дворики. Оригинальное решение нашли туркменские архитекторы для оформления республиканской библиотеки имени Карла Маркса.
Для отделки внутренних помещений поиск шел уже по протаренному пути. По примеру средневековых строителей, архитекторы использовали майолику. В ярких панно расцвел колорит знаменитых туркменских ковров. И все же ашхабадцы с радостью отмечали: последние годы город заметно побелел. Все больше новых зданий отделывается природным камнем. Практично, нарядно, удобно. Таким и должен быть город любви – Ашхабад. Возвращаясь к названию города, напомним, история бедных влюбленных закончилась печально. За любовь им пришлось заплатить жизнью. Ну а как бы закончилась такая история сегодня? Многое бы зависело от того, чем занимается девушка. Если она работает на заводе, как, например, Акнуравес Дурдыева, любовь наверняка бы торжествовала победу. На стороне работающих девушек – подруги, рабочий коллектив. А вот те, кто сидит дома после окончания школы, рискуют и сегодня выйти замуж не по любви. Их судьбу по-прежнему зачастую решают родители, старшие в семье. Акнуравес Бердыевой 21 год. При всей ее скромности и даже застенчивости, о ней можно сказать, она свои права отстоит. Ведь не случайно подруги выдвинули ее в городской совет. Среди народных депутатов она самая молодая, но не самая робкая. За 2 года сумела добиться по наказу избирателей ремонта улицы возле завода, ведет активную борьбу против пьянства. Обычно в семье, где женщина занята только домашним хозяйством, детей бывает много. А работающим женщинам приходится выбирать. Ведь в одной руке, говорят туркмены, 2 арбуза не удержишь. У Саны Бабаевой, инженера-технолога обувной фабрики, детей 2. В свои 29 лет Сана побывала в Москве, Ленинграде, недавно ездила по заводской путевке за границу. Бабаевы живут открыто. У них часто бывают гости. Лучшее угощение, конечно, плов. По традиции готовить его – дело мужское. Но в остальном все хозяйство ложится на плечи жены, и Сана с этой ношей справляется отлично. Муж Саны Саракт по профессии скульптор. И в том, что за последние годы из мастерской его вышло немало интересных работ, есть заслуга и жены.
Одна из последних работ Саракта Бабаева – скульптурный портрет выдающегося актера и режиссера советского кино Алты Карлиева. Его имя носит киностудия «Туркменфильм». Здесь работали многие выдающиеся режиссеры: Александр Довженко, Игорь Савченко, Марк Донской. Ашхабад обо всех хранит добрую память. Помнит он и о том, как перед революцией здесь гремел бас Шаляпина, выступала на местной сцене Комиссаржевская. В Ашхабаде установлен один из первых в Средней Азии памятников Пушкину. В городе любят поэзию, поэтов. Любимый туркменский поэт Махтумкули. Недавно вся страна отмечала 250 лет со дня его рождения. В годы всеобщей вражды и кровавых раздоров он писал, глядя в сегодняшний день Туркмении: «Единой семьей живут племена, для тоя расстелена скатерть одна. Единой семьей живут ашхабадцы, вместе трудятся, отдыхают, воспитывают детей. И у каждого в городе своя любимая улица, свой заветный уголок. Но если есть у города сердце, то оно здесь, в маленьком сквере, который уже 60 лет называют Ленинским». В Туркмении выступал на открытии памятника Ленину. Сегодня воспоминания ветерана, первого почетного гражданина города Ашхабада, ожили на полотне художника Владимира Аннакулиевича Артыкова. Отец рассказал мне о тех событиях, которые связаны с открытием монумента Ленина в Ашхабаде. Дело в том, что он был очевидец этого, и это красноречивее, чем любые документы, которые, так сказать, я собирал в архиве. Он очевидец и был непосредственно на площади, когда состоялось торжественное открытие памятника Ленину в Ашхабаде, который является символом нашего города. В 1941 году отсюда уходили на битву наши войска, и в 1945-м с победой возвращались с поклоном к Ленину. Ветераны помнят, как в 20-е годы, когда портретов Ленина было мало, в Ленинский сквер приходили чабаны из дальних оазисов, чтобы посмотреть, каким был человек, так много сделавший для народа. Возмужали сыновья и внуки тех, кто боролся за советскую власть в Туркмении, отстаивал ее в боях под Москвой, Сталинградом, Курском. Сегодня, в дни праздников, одевают боевые награды сотни молодых ашхабадцев, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. И вместе с отцами и дедами они идут к Ленину. Жизнь не стоит на месте. Время идет вперед, храня старые традиции, рождая новые. Всего несколько лет назад на улицы города пришел новый праздник. Но он уже успел полюбиться ашхабадцам. Ашхабад Бахары,
Ашхабадская весна назвали его горожане. Он начинается с рассвета и заканчивается народным гулянием поздно ночью. Из многих тысяч девушек в этот день выбирают одну. Она и становится хозяйкой праздника, олицетворением короткой, но прекрасной ашхабадской весны. Традиция вроде бы и новая, но истоки ее уходят тысячелетия. Кто знает, может быть, так встречали весну, когда по улицам древней Ниссы и других парфянских городов шли процессии, посвященные богине любви и вечного обновления. Вот так же выходили на площади музыканты и танцоры, чтобы показать свое мастерство и заслужить шумное одобрение горожан да легкую улыбку прекрасной весны. Подходит к концу праздник. Заканчивается и наш рассказ о городе с поэтическим и загадочным названием. До свидания, Ашхабад. Спокойной ночи, мой город.